Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу прекрасную теплую поддержку в виде комментариев и лайков, за вашу помощь. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Каких успехов и побед вам суждено добиться в жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим и узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть кроме то, что сейчас у нас скрыто, да, я хотела услышать и узнать. Так, какой необычный знак вам вышел. Ах, девочки, приготовиться, это для вас. Смотрите, стоит мужчина, согнулся перед вами в поклоне, и у него хвост, рыбий хвост отпал. Но по рыбьему хвосту это мужчина-фантазер, это мужчина лукавый, обманщик, знаете, такой, любит вилять этим рыбьим хвостом. Мужчина, который долго вас водил за нос, долго вел какой-то асоциальный, аморальный образ жизни. Победа, девочки, будет заключаться в том, что вы его наконец-таки перевоспитаете. Вы из этого хвостатого персонажа сделаете настоящего мужчину. Сейчас кто-нибудь мне напишет: да зачем мне нужно его перевоспитывать? А я вам скажу: нужно. Ведь этот мужчина ваш мужчина. Если было не нужно, то вы бы давным-давно его бросили. А вы ведь до сих пор вместе. Значит, нужно. Девочки, конечно, это очень сложный путь, очень непростой путь, но вы это сделаете. Вы сделаете из него настоящего человека и полноценного мужчину, поверьте. Все благодаря вам. И смотрите, он перед вами кланяется, еще и признает, что вы гуру, наставница, учитель, повелительница, да, его повелительница. Ничего, придет тот час, когда он назовет вас своей императрицей и будет к вам, соответственно, вашему статусу, званию относиться. Это точно будет победа, успех. Как хотите, так и называйте. На мой взгляд, это долгий путь перевоспитания, да, и создания полноценного человека. Да, девчоночки, вы это сделаете. То же самое, если вы девушка, если вы женщина и работаете в каком-то жестком мужском коллективе, где над вами, там, не знаю, насмехаются, где не дают вам карьерного роста, где вас принижают, да, принижают ваше значение, ваше знание, ваше умение, поверьте, вы еще себя покажете. Покажете так, что все эти мужички будут кланяться перед вами, мои девочки, и приносить свои похвалы и комплименты, и каждый раз признаваться в своем уважении вам. Вы еще каждому из них, и всем, и каждому из них по отдельности нос утрете. Вы такая, вы крутая, вы действительно крутая. Ваш звездный час, судя по расположению рисунка, он уже совсем скоро. Совсем скоро. У кого-то даже в следующем месяце. Я вас искренне поздравляю. Так, дальше, с левой стороны. С левой стороны вышел знак негатива. Негатива, причем родового. Это не ваш персональный личный негатив, это то, что вам передалось по вашему роду. Какая-то предрасположенность, да, предрасположенность, допустим, каким-то заболеванием, да, вот знаете, передаются из поколения в поколение, да, гены, либо порченные гены, либо гены, которые сопутствуют, да, чтобы люди болели. Либо это конкретно воздействие, там, проклятие, например, порча какая-то, да, которая именно на семью сделана. Может быть, не на вас конкретно, а на кого-то. А вы это все, значит, подхватили.
Смотрите, я вижу, что вы от этого негатива избавитесь. Вот чем бы он ни был. Либо найдете такое решение, такую панацею, да, которая полностью все снимет. Ну, допустим, ну вот как банальный пример. То, что передается по здоровью. В вашем роду очень много людей болели сахарным диабетом. Да, и у вас как бы предрасположенность есть. Вот, правильным питанием, правильным образом жизни, своевременной профилактикой вы добьетесь того, чтобы с вами этого не случилось. Да? То есть постарайтесь, да, и никакого диабета, слава богу, у вас не будет. Если мы говорим о тяжелой карме рода, вы найдете способ, либо отмолите, либо обратитесь к кому-то за помощью, и все это уберете, снимете. То есть уберете этот негатив, чтобы он дальше не продолжался ни у вас, ни у ваших будущих поколений. Ну, вы умничка, вы молодец, вы ничего не боитесь. Вы такая вот готовая к любому вызову и за себя, за своих близких будете стоять до конца. Я же говорю, крутая, просто очень крутая. Так, теперь для мужчины предсказание идет. Здесь у мужчины как какой-то блок стоит. Блок, причем блок, который мужчине мешает добиваться в жизни, ну, того, чего он хочет, да, к чему он стремится. Это как какой-то зажим, либо какой-то комплекс. Как будто бы вам его вложили, может быть, в детстве вложили, может быть, как бы сказать, такое воспитание было, да, что вы очень закомплексованным мужчиной выросли. Да, конечно, вы над собой работаете, и да, внешне этого не видно. Но когда мы говорим о вас и о точке вашего достижения, вы где-то на полдороги теряетесь. Вы не понимаете, что с вами происходит, вы просто не можете дойти. И это комплекс, это зажим, и он вам очень сильно мешает. Смотрите, что я вижу. Я вижу, что вы устанете от того, что вы постоянно, ну, как в аутсайдерах находитесь, да, постоянно вы вынуждены на полпути сходить с дороги и заново начинать свой путь. Вы начнете копать, вы начнете ковырять. Вот честно говорю, кто-то обратится к специалисту именно, например, психотерапевту. Может быть, вы займетесь даже самостоятельно этим вопросом, да, начнете изучать всякие книги по психологии, по философии, там всякие такие серьезные научные труды. Ну, проведете, значит, работу. Вы поймете, что с вами не так, и вы себя поменяете. Вы поменяете. Мало того, что вы себя поменяете, так вы еще и в будущем все эти знания будете применять для того, чтобы помогать другим. Вы, знаете, вот эти коучи всякие, да, вот что-то похожее на это, но у вас все будет работать. У вас все методики будут чисто рабочими. И я вам больше скажу, очень много денег на этом заработаете. Очень-очень много. Продавая информацию, обучая других людей, помогая другим людям быстрее преодолеть такую же ситуацию, какая была у вас. Здесь у меня мужчина с таким, знаете, прославленным именем идет, как звезда. Мужчина-звезда. Вот. Это ваше будущее, и таким вы станете. Главное, начните с себя. Смотрите, ваш путь к успеху, он идет через проработку именно себя. Так, еще здесь кому-то из моих дорогих зрителей суждено вот куда-то уехать, переехать. Почему для вас это идет как успех? Скорее всего, вы либо приросли к какому-то месту, либо вас там кто-то, либо что-то удерживает. Да? Для вас успехом будет, достижением победы, это то, что вы сможете вырваться с того места, где вы находитесь, к новым берегам, к новым горизонтам. В какое-то новое, очень хорошее, перспективное место для себя переедете. Причем сначала я вижу, вы переедете либо одна, либо с кем-то, да, вот как два человека, а потом еще несколько людей к вам потянется. Ну, вернее, вы их к себе потянете. Новое место обитания, новые условия, новые возможности, новые перспективы. Ну, вы поняли, да, новый уровень жизни у вас идет. Но вырваться будет тяжеловато. Вот это вот место, оно вас прям тянет. Оно еще, кстати, и силы из вас тянет, как какое-то гиблое место. Но вы вырветесь. Вы вырветесь. Может быть, даже, ну ладно,
пусть будет без этого, я лучше это закрою. Но вот с трудом, давайте так, с трудом, но вы вырветесь, это точно. Так, с этой стороны. Здесь успех в вашем ребенке, либо в ваших детях. Смотрите, какая идет тема. Женщина на своих плечах несет своих детей. Она дает им все то, чего у нее никогда не было, либо все то, чего она была лишена. Всю жизнь она посвятила своим детям. То есть себе она лишнего не позволяет. Все, что есть, она вкладывает в своих детей. Да, вкладывает. Именно вот это слово, оно идеально подходит. Значит, ваш успех будет в полной реализации ваших детей. Когда ваши дети, благодаря вам, благодаря вашей усидчивости, настойчивости, работоспособности, тем репетиторам, которых вы призывали, приглашали, вузы, которые вы подбирали, может быть, даже где-то договаривали за своих детей, да, либо это спортивные, может быть, какие-то моменты, когда вы ребенка, в общем, в спорт отдали, да, и вот ходили на все эти тренировки с ребенком, мотивировали, поддерживали, да, все там олимпиады вместе проехали. Вот идет реализация благодаря вам, вот чисто вашему вот авторитету и вашему решению вырастить своих детей успешными. Ваши дети, у них нет другого варианта, они по-любому станут успешными. Каждый в своей сфере, каждый сделает карьеру, у каждого будет прекрасная семья. И про вас, про мамочку они никогда не забудут. Ваши детки, знаете, они вам будут чрезмерно благодарны. Чрезмерно. Сейчас вы вкладываетесь, либо уже вложились в своих детей, а в будущем ваши дети сделают все для того, чтобы вы жили очень комфортной, очень спокойной, такой, знаете, размеренной и интересной жизнью. Вот что будет. Вот вижу. Мало того, они еще, если у вас двое детей, да, они как будто будут соревноваться, да, кто маме больше помогает, либо кто маме больше времени уделяет. Если у вас один ребенок, то, может быть, он будет с кем-то соперничать, да, со своим другом, либо подругой, да, кто мамочке больше всего дает, да, кто мамочку больше любит. Очень, кстати, теплая такая энергетика идет. Но вам, конечно, не нужна вот эта вот прям гиперопека от ваших детей. Вы и так будете очень счастливы, видя, что дети успешны. Но все равно, понимаете, вот материнское сердце сможет отдохнуть, расслабиться. Да, потому что все, что вы могли, вы все сделали. И все это окупилось успехом ваших детей. И, девочки, еще кому-то персонально идет про ребенка. Ребеночек больной, нездоровенький. И я вижу, что вашей победой будет поставить ребеночка на ноги. Я имею в виду в плане физическом, да, потому что ребеночек нездоров. Знаете, вы добьетесь лучших специалистов, лучшей терапии, может быть, каких-то лучших лечебных решений, технологий, да, там, хай-технологий. Вы этого добьетесь. И ребенка своего на ноги поставите. Это вот точно будет. Дай Боже здоровьечка и вам, и вашему ребенку. Тяжело, когда дети болеют, это ужасно. Да, держитесь, мои хорошие, держитесь, у вас все получится. У другой женщины не получится, а у вас все получится. Так, дальше. Лисица, огромная лисица, которая постоянно у вас что-то, забирает, отбирает, ворует. Может быть, воруют на протяжении жизни. Обычно такими знаками показывают украденное счастье, украденную судьбу. Очень часто выходят такие знаки, когда у девушки уводят парня, да, из семьи уводят мужа. Украденное счастье идет. Либо кто-то, кто ворует ваше счастье постоянно. Да? Может быть, вы долгие годы живете в состоянии треугольника. Кто-то из вас живет одна, да, потому что у вас увели любовь, а у кого-то есть партнер, но его постоянно дергает. Какая-то лисица его постоянно к себе зовет, манит, сманивает. И вы вынуждены, да, вы его любите, и вы вынуждены годами терпеть этот ужас, да, делить своего любимого человека с какой-то лисицей.
Опять же, да, вы разные, вы разные. Здесь именно речь идет об украденном счастье, либо счастье, которое постоянно пытаются украсть. Значит, мои хорошие, я вижу вас, и я вижу в ваших руках большую палку. И вы этой палкой, этой лисе голову проламываете. Проламываете. Смотрите, это не значит, что вы пойдете ее там чем-нибудь тюкнете и все, пока, прости, прощай. Нет, это речь идет об бумеранге и о том, что вы, именно вы человек, а она лиса. И вы, как человек, сильнее, чем лиса. И лису вы эту рано или поздно приговорите, вы ее победите. Найдется такой инструмент, найдется такое средство, чтобы этой лисе либо возмездие нанести, да, вот такой вот роковой удар, возмездие, призвать возмездие, справедливый суд на ее голову. Найти такой инструмент, которым вы ее раз и навсегда можете отогнать от своего счастья, отогнать, чтобы больше и не покушалась, и не искушалась, и вообще, чтобы ее не было. Я не буду рассматривать моральную сторону вашего мужчины. Сразу хочу сказать, что ситуации бывают разные. Бывает магией уводят, бывает там всяким шантажом, всякими заискиваниями. Я даже знаю случаи, когда мужчину гипнотизировали, да, он был в состоянии гипнота. Да, и так бывает, девочки, все бывает. Все, понимаете? Нормальный мужчина просто так не уйдет. Тут явно что-то было нечисто. Вот, вы найдете, и лису эту вы точно победите. Здесь кто-то из вас счастье себе вернет, да, вот отстоит своего мужчину. Вот мой он мужчина, чего я должна тебе его отдавать? Ты кто такая? Да? Вернете. А кто-то вот именно победит тем, что он на эту лису обрушит наказание возмездия. Вот такое справедливое, законное. В любом случае, я вижу, что вы вот стоите, довольная и счастливая, в руках у вас инструмент, который помогает этого добиться. И, девочки, еще тоже для кого-то персонально идет. Здесь такая картинка, информация, что вы, возможно, ну, скажем так, подверглись обряду, где с вас счастье забрали, да, как судьбу вам подменили, и обрекли вас на какую-то несчастливую, бестолковую жизнь. Опять же, еще раз говорю, персонально, да, и это случилось с вами где-то вот в период от 18 до 21 года. И вот как все у вас рухнуло, как все у вас наперекосяк пошло, то вы там мужиками крутили направо и налево, были такая счастливая, жизнерадостная, у вас все было замечательно. А потом вот прям в один момент это случилось. Вот как из рога изобилия, ну вот негатив посыпался. Там в семье плохо, с родителям плохо, у вас там сплошные неприятности, да? От вас все отворачиваются, вам прям тяжело. Вот что-то такое произошло. Вот у кого-то так отыграется. Смотрите, я вижу, что вы через какую-то вещь свою удачу, свое счастье и свое будущее кому-то отдали. Либо человек сам лично у вас эту вещь похитил, да, и на эту вещь был проведен обряд. Ну, потому что вы были классная, вы были зажигалка, у вас глаза светились, вы были здоровенькая, вас все любили, вы были живчиком, позитивчиком, понимаете? Вот поэтому вам это и сделали. Вернее, с вас забрали, да, какой-то там дурнушке передали. Либо дурнушка с вас забрала на себя вот всю эту вашу красоту, удачу, везение и любовь окружающих. Да, у кого-то прям так и отыграется. Вернете, вы все вернете. Все до капелюшечки, все вернете. Вам кто-то помогать в этом станет. Помогать. Либо подсказку вам даст, либо для вас работу сделает. Будет, девочки, будет. Видите, вы стоите, а вот с этой стороны вот лиса, а с этой стороны какого-то человека вы опрокинули. Вот это та, кто у вас украла. Стянула с вас вашу судьбу, ваше счастье, вашу любовь. Вернете. Вы победительница. Вот она, вы стоите с инструментом в руках. Вы победительница. И это будет. Так, еще. Чего вам суждено добиться? Какие победы у вас впереди? Идет победа и реализация в том, что принесет вам много денег. У кого-то это момент славы, да, вы становитесь популярным человеком, и деньги к вам приходят, да, они вас сами находят, к вам приходят.
У кого-то отыграется это успешный бизнес. Вы хозяйка, либо хозяин успешного бизнеса. Но у кого-то идет действительно как получение, как вознаграждение, да, за ваши таланты, за ваше умение, за ваш профессионализм. Кстати, еще может быть как вариант партнер, который рядом с вами, он всячески вас финансово поддерживает, да, в вас финансово вкладывается. Когда вы реализуетесь в любви в семье, да, ни в чем не нуждаетесь, и у вас просто шикарная полноценная жизнь. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Причем я хочу обратить внимание мужчин. У мужчин как раз-таки вот этот последний вариант, когда ваш партнер имеет колоссальные, скажем так, возможности финансовые, да, и будет с вами их полностью разделять. То есть обычно у нас все наоборот, да, когда женщина выходит замуж за богатого мужчину, и вот она живет на его содержании и попечении. Здесь идет и для женщин такое предсказание, и для мужчин, понимаете? То есть мужчина также может встретить богатую женщину, которая будет всячески его содержать, спонсировать. Не знаю, как вам нравится, так и говорите. Я не хочу никого обидеть, и я понимаю, что это кажется странным, но именно такая информация идет. Кто-то сам, да, кто-то через кого-то. Вот он рог изобилия у вас, понимаете? Этот рог именно финансы. Финансы, денежки, много денежек у вас идет. И вы вот над этим рогом из него черпаете. Причем черпаете вы 2 руками. Да, и рядом с вами еще один человек стоит. Человек, то ли помощник, то ли спонсор, да, у кого как это играется. Но в любом случае очень хороший знак, очень крутой знак. Очень замечательно. Мои хорошие, вам суждено очень многого добиться. Здесь очень много мелких элементов, да, которые не настолько значимы, как то, что я вам уже сказала. Просто вы должны немножечко мобилизоваться, больше вкладывать в себя, больше себе доверять и ничего не бояться. Вот это главное условие для того, чтобы добиваться побед, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы идти вперед. Не бойтесь допустить ошибку, бойтесь не попробовать, да? Не бойтесь проиграть, бойтесь не вступить в игру. Вот как-то так идет. Очень много шансов и возможностей, которые вы даже не используете, основываясь на этом страхе. Да? Вдруг не получится, вдруг не мое, да? Я об этом ничего не знаю, зачем я туда пойду. Вы очень много всего упускаете. Давайте договоримся так. Вы хотя бы месяц так поживите, попробуйте, да, пробуйте все новое, все необычное, все то, что идет к вам прямо в руки. Вот это пробуйте. Поверьте, вы очень многого добьетесь, причем в очень короткие сроки. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.